Касательно этого Дастана, мы обратимся только к одному листу, на котором изображен трон с именами Карачебеков. И имена Карачебеков указаны, как уже Искандер Лерунж говорил, с родовыми или клановыми их принадлежностями. Вот. Не я первый, на самом деле, решил этой темой заняться, еще были хорошие находки у моего научного руководителя Дамира Абы-Исхакова. Вот. Помогали со сбором прямо таких интересных документов и Андрей Васильевич Беляков, и присутствующий здесь Джиксалык Муратович, мои соавторы тоже помогали. В общем, обращаясь к этому источнику, здесь у меня есть изображение из петербургской копии. Она нам кажется наиболее приближенным к реальности, о чем сейчас будет видно дальше. Имена, которые здесь сейчас я указал, это как раз из того, как Замзамия Ахьяровна в своей публикации сделала. Они наиболее, как мне кажется, корректные, наиболее подходят именно к реальности. Итак, собственно, здесь мы увидели, что у нас появились Карачебеки, их клановые рода, и это сама по себе уникальная информация, потому что ни в каких актовых материалах, делопроизводственных материалах мы не встречаем упоминания вообще ордынских родов среди касимовских татар. Ну и наша главная задача найти вот этих людей, которые здесь указаны, среди касимовских татар. И начнем мы свой поиск с Аргын Чаныш-бек. Вообще самый главный, ключевой фактор для поиска – это многочисленные смотренные списки десятни по Касимовскому уезду, где есть касимовские татары, где мы можем хоть как-то по именам попробовать их вычислить. И вот 1623 года смотренный список Андрей Васильевич Беляков опубликовал. Вот у нас там появляется Имай Мурза княж Ченышев. И здесь вот мы даже видим, кроме того, что его родовое прозвище Ченышев, дополнительная информация, он указан как княж. То есть вот этот вот товарищ Мурза, он является потомком князя, то есть Бека Чаныша. А беков там не так много. То есть этот наш фильтр, он еще сужается. И если мы посмотрим на родословную, которая хранится в коллекции Миллера 1775 года, там он, родословная Чанышевых, там он показывает, что предком Чаныша является некий князь Тимген, который в самих документах у нас нигде не упоминается. Соответственно, как нам убедиться, является Чаныш реально аргыном или не является? Мы вот воспользовались генетическим анализом, нашли среди крымских татар человека по имени Аргинский. А как мы помним, что когда Крым вошел в состав Русской империи, знать Мурзы, они перешли в дворянское сословие, соответственно, их родовые принадлежности превратились в фамилии, в родовые прозвища, фамилии точнее. И вот Аргинские – это потомки крымских аргынов. И у нас, на удивление даже, может быть, вышло совпадение, они действительно являются родственниками. То есть тем самым мы закрываем вопрос, что Чанышев – это представитель рода Аргын. Но здесь еще и второй вопрос. Вот у меня есть карта на слайде. Все далекие родственники у нас, их достаточно много, и они относительно близкие, это представители арабов. Как это трактовать, это, конечно, отдельный вопрос, но, по крайней мере, мы можем вот уже сейчас сделать вывод о том, что эти аргыны, то есть раз мы видим и там аргын, и здесь аргын, имеют предка выходца из Ближнего Востока. На самом деле Джиксалык Муратович, у него есть находка, там в одном источнике он может объяснить, почему здесь именно люди арабского происхождения среди аргынских беков. Вот, там, мы воспользуемся, потом еще обратимся к нему. Теперь вернемся к самому Тимгену, вот этому легендарному. И здесь есть очень интересное предание жителей деревни Бастанова. Она опубликована в журнале Шура в 1915 году. И там рассказывается, что Касимовский хан призывает из самых авторитетных людей Крыма человека по имени Тимген. То есть здесь имя Тимген у нас уже привязывается к Крыму. То есть уже опять есть некоторые наши совпадения с нашими догадками. Там же в
В этом предании говорится, что у Тимгена был сын Чаныш, причем имеется в виду это те самые татары Чанышева, потому что там дальше поясняется, что это дворяне Чанышева, которые там в Белебейский уезд переехали. Вот. Есть такое место, где рассказывается, что якобы этот Тимген прокопал канал от Крыма до Ханкермана, то есть до Касимова, мимо Бастанова. Этот канал называется Крымская дорога. Ну, казалось бы, что за фантастика, какой канал и Крымская дорога. Но здесь есть на самом деле здравое зерно. В шацких воеводских наказах сказано, что через Шацк, а Бастанов находилась в Шацком уезде, проходила татарская сакма. На татарской сакме устанавливали сторожа или там, казачий острог. И для того, что сакма использовалась как для посольских, дипломатических там, обменов, да, для торговых караванов, но в том числе использовалась нагаями и крымскими татарами для набегов. Так вот, для того, чтобы нагаи не могли, ну, воинские люди, вот эти враждебные, не могли обойти эти сторожа или остроги, прокапывались канавы, рвы, они там закрывались засекой перпендикулярно дороге. То есть на самом деле здесь вот эти два факта в канале Крымская дорога, они скрываются. Есть еще один интересный момент. В предании говорится, что жители села Бастаново жили на другом берегу реки Цны в Тимгене. Ну, то есть там есть, вот на старую карту посмотреть, треть, Тимгенево, село Тимгенево. Рядом с селом Тимгенево находится Тимгеневское городище. А Тимгеневское городище – это известный Андреев городок. Андреев городок, что мы вот сейчас можем вспомнить, о том, что в 1508 году было запрещено пожаловать как юрт царевичу Акурту. И дополняется, что в тот момент Андреев городок был за Джанаем царевичем к городку. То есть это некий такой филиал Касимовского ханства. И здесь мы приходим к следующей мысли, что возможно, причем сами бастановские татары, они достаточно уникальная группа, у них отдельный свой говор, в документах они упоминаются как в составе городецких татар, то есть в составе касимовских татар. И мы как бы пытаемся предположить, что, возможно, этот Тимген из рода Аргын был назначен наместником вот над этой группой татар. Причем татары жили, как я сказал, на другой стороне, где Андреев городок, рядом с Тимгеневским городищем, ну, оно как такое Кремль укрепленное, есть несколько селищ, посад. То есть фактически мы можем предполагать, как это было и в других городах, что возможно, а там их 3 или 4, я уже сейчас точно не помню, возможно, один из посадов представлял собой, вернее, одно из селищ представляло собой татарскую слободу. И вдобавок к этому есть упоминание в разрядных книгах за 1558 год о том, что в Шацке, кроме русских двух воевод, есть третий воевода по имени Кулак князь Тимгенев. То есть опять такое у нас хорошее совпадение для подтверждения как бы нашей версии. Мы быстренько, я сейчас расскажу о втором Карачебеке, это Тюгейбек из рода Кыпчак. Здесь нам, можно сказать, повезло, это прямо исключительная история. Мы нашли несколько родословных. Одна в Астраханском архиве, Андрей Васильевич еще в Аргаде нашел родословную, видите, она достаточно ветвистая. И там родоначальником этой вот ветвистой родословной татар с фамилией, ну тогда это было еще родовые прозвища, сейчас они тоже есть, Танкачевы. Родоначальником их был князь Исень Кипчакский. Уже намек на то, что он имеет какое-то отношение к Кипчаку. Внимательно посмотрев в это родословное древо, мы там найдем князя Тюгея. Вот. Причем он является сыном князя Булуша, а его сын Едигер. Интересно, что Едигер упоминается тоже в смотренных списках. Он написан как Едигер Мурза, князь Тюгеев, сын Танкачев. Опять же, то есть, получается, князь Тюгей – это историческое лицо. Ну и есть документы про самого князя Булуша, Салтанглычева. Ну, соответственно, мы тоже здесь попытались сделать ДНК-тест. Определили, что родственной группой для... Мы нашли, не так много осталось представителей рода Танкачевых в Касимове. Вот, не с первого раза удалось их, кстати говоря, там обнаружить. Так вот, ДНК-тест показал, что их родственниками являются те этнические группы в составе этнонимов, в которых есть слово «кыпчак». Это казахские каракыпшаки, каракалпакские кыпчаки, башкирские кыпсаки.
Так, вот в этой родословной, которая, рисуночек у меня есть, там есть преамбула. А преамбула там, что это выпись из высших книг, и проситель назван был словом черный китяк, и мы никак не могли понять, что за черный китяк. Вот пока Андрей Васильевич не показал нам свою версию, где этот проситель назван черный кипчак. То есть мы здесь приходим опять к слову каракипчак. То есть, возможно, это как раз они являются представителями рода каракипчак. Постараюсь побыстрее рассказать про третьего Карачебека. Сразу скажу, что Джилаира я пропускаю, потому что Джилаиров мы никак там не нашли. Понятно, что он выходец из Сибири. Значит, название Избай-Мангыт, Симнай-Бек, так его прочитала Замзия Ахиаровна. Мы находим, у Дамира Быта тоже было, что в пестовой книге по Касимову там упоминается Тинебек Мурза князь Семенеев, сын Немичев. Здесь уже два факта. И Семеней у нас есть, который из рода Мангыт, и его еще родовое прозвище Немичев там, или Немичев. Вот есть у нас еще одна грамота, где упоминается Иван Немичев, князь Иван Немичев. Возможно, это крещеный татарин. Хотя бывают и татары, которые имеют не крещеные, имеют имя Иван. Но здесь, скорее всего, все-таки первый случай. Есть грамота 1587 года, в которой князь Иван Немичев назван руководителем всей группы татар царевого двора. Соответственно, вторая половина касимовских татар, которая называлась Сиитов полк, ее возглавлял Кашкей Сиит. Кстати говоря, его сын Кашкей Буляк, тот самый Сиит Булак, который читал хутбу во время процедуры воцарения. Это в самом Дастане. И здесь я хочу... Получается, у нас есть Немичев, который возглавляет прямо глобальную группу татар, и, возможно, это не случайное совпадение, то есть, и, возможно, он действительно, этот мангыт, и этот род мангыт здесь имеет особое значение в Касимовском ханстве. Но у нас Избай-Мангыт. И вот, собственно, для меня была загадка, что за Избай-Мангыт. И разгадкой стал круглый стол, который здесь проходил в Институте истории во время презентации Кара Таварих у Тимиш-Хаджи. Приезжал Вадим Винцерович, и Вадим Винцерович говорит: вот там интересно попадается у Тимиш-Хаджи Азбай-Бек, Азбай-Мангыт. И у меня сразу ухо резануло: Азбай-Мангыт, Избай-Мангыт. Возможно, речь идет о боковой линии мангытов, не потомков Идигея, Азбай, у Абдул-Гафар Карими он Исиней, у Зафар-Наме Шараф-ад-Дина Изди он Исабек. То есть это известная такая историческая личность, про него много интересной информации есть. Да, все, заканчиваю. Да, я хотел сказать, что возможно, это параллельная ветка. Азбай, он был дядей Идигея. И здесь важное замечание. У Тимиш-Хаджи сказано, что Азбаю дали отдельный вилаят. То есть отдельный вилаят, это значит, он управляет отдельной какой-то там административной группой, и это обуславливает наличие у него титула бек, князь. Более того, у Тимиш-Хаджи есть описание событий поимки Баракхана, и один из ближних людей Улу Мухаммада был внук Азбая, того самого знаменитого Азбая, Мухаммедбек. У Карими он шейх Мухаммедбек. То есть опять мы видим титул бек, то есть это значит отдельный княжеский род. То есть, поэтому здесь нет сомнений, что это какая-то там боковая ветка из Идигеевичей. Да? Причем мы еще до этого спорили, не спорили, а обсуждали с Андреем Васильевичем Беляковым и пришли к выводу, что потомков Идигея в Касимовском ханстве быть не могло. Есть несколько таких прямо жестких стоп-факторов, которые не позволяли им спокойно жить именно в Касимовском ханстве. Да, и это причем, скорее всего, даже это не мансуры, которые тоже большеордынские, крымские мансуры, потому что единственное, кого мы там из мансуров помним, это Канбаровы, но они тоже как князьями не упоминаются, то есть здесь не было их княжеского эля своего,
которое обуславливало бы наличие титула. То есть они мурзы. Вот даже романовские, ногайские мурзы, они большие мурзы, но не бии. История с ДНК оказалась очень немного странной. Тех Семенеев, которых мы нашли по документам, они немножко не совпали с мангытами, они совпали с местными татарскими княжескими династиями. На этом, с вашего разрешения, я заканчиваю.